Продолжаем наблюдать над тем, что происходит в Ингушетии. Маленькая республика почти целиком вышла на протест, ну не целиком, это может преувеличение, но половина республики выходила на протест, массовый протест. События очень перекликаются с Хабаровском, и со стороны гражданского общества можно только приветствовать, что люди защищают себя, думают, как бороться с репрессиями, с произволом, а со стороны власти, они, очевидно, тоже, как говорится, тренируются, я бы так сказал, что вот то, что сейчас происходит в Ингушетии, это тренировка власти. Я уже третий раз говорю на эту тему, мы наблюдаем внимательно, что там происходит, и хочу отметить, во-первых, продолжаются аресты до сих пор. Недавно вы взяли под стражу одного из, по-моему, чуть ли не первого министра внутренних дел, еще при Аушеве он был, его фамилия Погоров. И он был, когда были протесты, он вообще не скрывался, он был одним из людей, которые поддерживали этот мирный протест, подчеркиваю, мирный протест. Потом его, 2 года, он понял, что его будут брать под стражу, 2 года он был в розыске, скрывался в той же Ингушетии, между прочим. Несмотря на маленькую республику, ему удавалось скрываться. В конце концов, судя по обстоятельствам, я выяснял, вот как его нашли, или он сам, как говорится, сдался. Такое впечатление, что ему просто надоело прятаться. Его сейчас взяли под стражу. То есть аресты продолжаются. Его взяли, еще других активистов берут. И вот а чему мы можем, гражданское общество может научиться в Ингушетии, в маленькой республике Ингушетия? Это то, что у них была создана неотложка. Они так и называют неотложка, ведь очень много людей арестовали. Как бы власть сама себя разоблачает. Она сама себя разоблачает, власть. Если вы законным образом, якобы законным образом судите этих людей, то тогда почему вы боретесь с теми людьми, которые просто гуманитарную помощь оказывают этим людям? Они имеют право. Но если вы делаете незаконный суд, если вы незаконно судите этих людей, то вы понимаете, что каждый человек, который выступает, даже гуманитарную помощь оказывает этим людям, он такой же противник для вас, как тот же, который сидит на скамье подсудимых. Именно власть сама себя разоблачает сейчас в Ингушетии. И сплачивает, кстати, все население Ингушетии. К чему это приведет? Я бы хотел, чтобы власть задумывалась на 2 шага вперед. Они сейчас решают какие-то мелкие тактические задачи, мелкие тактические руководители правоохранительных органов. А все это ведет, как я уже и писал об этом и говорил, может привести к взрыву на Кавказе.